Так. Ждать не будем, запись будет. Сегодня я решила проверить домашки, чтобы разгрузить завтрашнюю нашу встречу, так как в прошлый раз у нас почти 3 часа длилась, и чтобы часть сегодня. И если будут вопросы по дизайну, если у вас какие-то вопросы есть по фильме, тоже задавайте. А сейчас мы сначала проверим ваши домашки. Так, я тут открыла несколько дизайнов, прототипов. Вот тут работа хорошая, есть некоторые правки, да. Во-первых, нужно по иконкам пройтись. Я говорила, да, что если у нас в макете есть какие-то иконки, если они какого-то вида, то все иконки должны быть такого же вида. То есть у нас, если иконка идет обводка, да, строк, то все иконки должны обводкой. Вот тут два варианта, да, есть обводка, есть заливка. Либо вы делаете заливкой, либо вы все делаете обводкой. И нужно смотреть размеры, да. Мы видим, что они различаются. Профиль маленький, сердечко большое. Они должны быть все одинакового размера. И не только одинакового размера, да, по своей пропорции, но и обводка должна быть одинаковая. То есть если линия, да, если у вас линия двухпиксельная, то везде должна быть двухпиксельная. Если мы посмотрим, вот тут, возможно, она толще будет, а вот тут она тоньше. Так, и желательно использовать одинаковые цвета. Тут она у вас синяя, там она у вас черная. Так, дальше. В целом, да, вот композиционно макет смотрится хорошо, но вот такие вот мелкие, да, мелкие моменты тоже надо смотреть. Тут можно заголовок побольше сделать и кнопку выровнять относительно надписи, да. У кнопки лучше тень убрать, тут она вообще не нужна, она так как сливается с картинкой. Так, и смотрим, вот, например, элементы интерфейса, да, здесь у вас стрелки, они у вас 3 видов. Вот первый вид, вот третий, второй, то есть меньше, да, и третья стрелка у вас еще меньше. Не плодим в стиле должно быть минимум меньше. Так, вот тут можно размер подступ увеличить, да. У основного текста расстояние межстрочное большое, нужно уменьшить. Сейчас посмотрим, например, вот 16, да, видим 16 размер у шрифта, а line height у вас 26. У 16 должно быть либо 20, либо 22. 26 надо уменьшить. Так. Кнопку то же самое, как и вот здесь, да. У вас надпись ушла наверх, и он должен быть посередине. Так, и тут, возможно, стоит еще поработать над картинками. Во-первых, надо вам по сетке работать. Видите, у вас тут дисбаланс идет. Вы должны всегда с сеткой, да, работать. Почему мы с сеткой работаем? Чтобы подать правильный ритм. Вот тут у вас расстояние большое, да, от картинки до края, а тут у вас маленькое. Когда вы сеткой работаете, вы все делаете пропорционально. Попробуйте вот эту вот композицию сделать таким образом. Значит, картинку слева, которая, да, вы делаете до края, да, чтобы была одинаковая. И, значит, его увеличиваете, текст двигаете направо. И когда вот текст начинается
там должна начинаться вот вторая картинка, а тут пустое пространство, заполняете текст. Так, вот тут по текстам тоже те же самые правки. Текст надо уменьшить. Когда у нас длинный по ширине текст, его труднее читать. Да? Мы помним, что глаз читает слева направо, и он рассчитан, вот, он не берет такие большие расстояния. Поэтому, когда пользователь читает такой длинный текст, ему становится скучно. Его надо по ширине уменьшить и сделать на 2 строки. Футер нормальный. Если он, конечно, стоит по сетке, да, все должно быть стоять по сетке, и вот это вот по ширине, вот этот текст тоже надо уменьшить. Линия лишняя, потому что у вас тут композиция не посередине, да, если у вас все посередине было бы, линия была бы уместной. Линию можно убрать, а копирайт убрать налево. Вот тут, возможно, вы делали специально, что картинки 3, а посередине оно длиннее, да, чем по краям. Ну, в принципе, если оно стоит по сетке, то нормально. Но есть смысл, смотрите, у вас в футере сетка, она начинается вот здесь. Обратите внимание, что у вас линии все разбросаны. У вас текст ушел налево, этот справа начинается, и то они не одинаковые. Такие мелкие моменты, мелкие нюансы тоже надо смотреть. И смотрите, что я говорила про каталог. Тут у вас начинается, значит у вас сетка вот по этой линии стоит. Я сейчас не могу включить, потому что у меня режим нету правки на редактирование. Вот. И, соответственно, шапка тоже начинается здесь. И каталог тоже надо сделать по краям, и тогда у вас получится 4 картинки, а не 3. Тут не хватает элементов, да, кнопки избранные у вас есть, фильтр и сортировку вот расстояния не оправданное, да, что посередине. Расстояние уменьшить и добавить кнопку корзины. Цвет тут, наверное, не играет роли, да, его можно выбрать. Если можно выбирать, то стоит его делать побольше, потому что неудобно его выбирать, слишком маленькие. Удобство тоже в первую очередь смотрим. Сердечко у вас везде разное стоит. Вот тут слева маленькое расстояние, вот тут большое расстояние. Везде должно быть одинаковое. Так. Вот тут надо кнопку куда-нибудь убрать, она тут не лучше смотрится. Возможно, перекомпоновать композицию так, чтобы превьюшки, значит, это у вас основная картинка, а это следующий, да, превью. Мы нажимаем на них, и мы смотрим на полную версию. Превьюшки лучше стоит сделать маленькими, да, как кнопочки, да, а текст разместить так, чтобы они помещались вместе с кнопкой. Тут надо полностью перекомпоновать композицию. Так, следующая работа. Так, ну тут, кажется, мы совсем не знаем работать с сеткой. Смотрите, да, у вас картинки везде на разных, да, линиях стоят. И разный размер. Во-первых, они не все одинаковые,
А во-вторых, везде одинаковое, разное расстояние между картинками. Во-первых, вам нужно поработать сеткой, чтобы все элементы у вас ровно стояли. А во-вторых, поменять кнопки, не поменять, а доработать их, чтобы кнопка была больше, размер шрифта делать поменьше, размер кнопки сделать побольше. Сейчас они все прилипли, да, и расстояние по бокам делать одинаковым. Тут работаем с текстом. Я записывала несколько видео, где мы работали с текстом. Заголовок мы межрасстояние межстрочное уменьшаем. Его делаем побольше, основной текст поменьше. Кнопку тоже делаем ровно по центру и по вертикали, и по горизонтали. Картинку можно увеличить. В футере также работаем с текстом и с сеткой. Посмотрите видео, да, посмотрите, как мы работали с заголовками. Вам еще нужно поработать с текстом, потому что у вас вот тут нет базовых знаний, да, текста. А потом посмотрите, как мы настраивали сетку и как мы располагали картинки по сетке. А так, выбор шрифта, да, вот, например, гротеск по сочетанию вот с этим шрифтом хорошо смотрится. Ну и цвета подобранные, так, нейтральные. Так. Вы можете, кстати, убирать вот эти вот боковые менюшки. Вы можете убирать, значит, на пустое пространство нажимаете правой кнопкой мыши и Show High UI делаете. Либо, то есть горячие клавиши, Ctrl и вот эта вот кнопка. И работать на пустом пространстве. Так, какие тут у нас есть проблемы? Во-первых, самое первое, у вас фон Figma белый, и, соответственно, фон макета тоже белый. Оно сливается, у вас непонятно, где заканчивается макет. Вам нужно фон вообще Figma изменить на серый. Ну, он по умолчанию стоит серый, я не знаю, почему вы на белый его настроили. Так, для тех, кто не знает, как делать, изменять его. Вот мы открыли, значит, Figma. Так, секунду, новую открою. Вот, у вас есть артборд, он белый, да, и сзади есть фон. Вот этот вот фон, он background, он сразу на сером фоне по умолчанию. Если вы закрасите на белый, соответственно, у вас фрейм сливается, да, с ним. Поэтому надо бэкграунд делать нужно каким-то таким цветом, чтобы знать, где у вас артборд, собственно. Так. Нужно тут смотреть по тому, насколько нам удобен этот интернет-магазин, насколько он решает проблемы, да, во-первых. Для этого мы делали, значит, прототип. Если вы не делали, сначала нужно начинать с прототипа. Прототипы мы учитываем, да. Вот у нас, значит, каталог. И что у нас тут будет? Просто картинки, наверное, ну, зачем нам просто картинки? Это же не журнал мы листаем, это интернет-магазин именно в интернете, и он должен решать задачу. Тут мы, значит, смотрим
Мы можем сразу их положить в избранные, да, либо мы можем положить сразу в корзину. У вас же тут есть иконка корзины. По клику иконка корзины мы, значит, попадаем в корзину, да, и оплачиваем наш товар. Сюда, значит, не хватает элементов, да, выбор цвета и выбор, значит, добавления в избранное и добавления в корзину. Это что касается по UX. Что касается UI, так, вот тут иконки надо разбавить. В том смысле, что у нас должно быть первая, да, функция, значит, профиля и корзины, да, а иконки соцсетей можно убрать на другое место. Тем более у вас первый экран это позволяет. Возможно, стоит заголовок убрать налево и найти картинку, да, такую, чтобы у нас был классический вариант заголовка и картинки. И добавить к нему основной текст и кнопку, так как главный экран мы должны использовать как больше предложений для клиента, да, нежели просто красивая картинка. Значит, мы убираем половину иконок куда-нибудь в другое место, чтобы, во-первых, тут разгрузить, да, потому что все тесно смотрится, все непонятно, куда нажимать. Тем самым мы даем понять, что тут у нас профиль и корзина, остальное внизу. Поиск по сайту у вас не видно, нужно как-то сделать акцентным. У вас достаточно белый фон, и иконки, вот это вот бургер-меню, поиск нужно сделать черным, либо побольше сделать, да. С первым экраном определились, дальше у вас идет достаточно широкий текст. Будут ли читать пользователи? Я думаю, что нет. Тут достаточно длинный он и по ширине тоже длинный. Вам нужно уменьшить, оставить наполовину, разбавить картинкой. Увеличить заголовок, уменьшить основной текст. У основного текста достаточно большой трекинг. Трекинг – это расстояние между буквами, да, видите? Образы у вас, вот воздух между буквами – это трекинг. Когда одно слово не совсем заметно, эта настройка шрифта, а когда у вас уже полноценный текст большой, да, очень даже заметно. Сейчас посмотрим настройки. Так. Так, тут 15%. Вот он у вас стоит положительный, 0,15. Должно стоять 0, либо отрицательный. Мы уже об этом 100 раз говорили. Значит, у вас идет первый вид шрифта, да, второй вид, если не ошибаюсь, да, и третий вид, да. Тут начинается четвертый вид. Вам нужно уменьшить стиль шрифта. И вот этот вот текст, он, по-моему, даже не читается. Расстояние между картинками. У вас тут маленькое, тут большое. Как у нас стоять между картинками, так и вот по вертикали тоже должно быть одинаковое расстояние. Ну и следите, конечно, за одинаковыми расстояниями даже вот с самими картинками, да? Так, если у вас получается, что картинки сами разного размера, да, мы работали, помните, в фотошопе с масками. По-моему, я показывала, как работать с этим в фильме. Тут тоже есть маска, работа с маской, она даже легче, чем в фотошопе. Значит, у вас, допустим, есть сетка,
Давайте я открою какой-нибудь... Ну ладно, давайте быстренько сделаю. Так, и вы должны, допустим, собрать каталог, да? Нажимаете, значит, на R английскую, либо нажимаете на прямоугольник и собираете каталог на 4 колонки. Мы работаем ровно с сеткой, да? Как мы делаем ровные картинки? Просто копируете. Вот, у вас все ровно. Значит, каждый прямоугольник у вас 400 на 529. Ну, это условно, сейчас я просто накидываю, да? И чтобы на них положить картинки, вы, значит, уже выбрали, уже скачали картинки. Давайте какие-нибудь картинки сейчас просто достанем. Вот первая картинка. Это первый способ, как можно поверх прямоугольника, да, уменьшаете картинку. Сейчас выключим сетку. Вот картинка, вот прямоугольник. Берете два элемента в группу, выбираете два элемента, Ctrl-G, и оно у вас в группе. Прямоугольник у вас должен стоять внизу картинки, и нажимаете вот на эту иконку. Это маска. Все, у вас картинка внутри прямоугольника. Дальше вы просто настраиваете, и вот. Второй вид, как можно, да, вот в прямоугольник, значит, загрузить картинку. Просто нажимаете на прямоугольник, и тут у вас, вспомните, есть fill, когда вы красите, да, прямоугольник, и когда нажимаете на вот параметр solid, это вот закрашивает, это градиент, есть в самом конце картинка, image. Нажимаете на него и можете выбрать картинку прямо здесь, и оно уходит на ваши документы. Здесь уже выбираете соответствующую папку и нажимаете на вам нужную картинку. И он вам вставляет, значит, ровно вот по этому прямоугольнику картинку. Так, вот сейчас третью тоже выберем. Все. Значит, мы поняли, да, что как работаем с картинками, как мы вообще грузим, да, в наш макет. Сначала мы рисуем прямоугольники ровные, да, ровные у нас они по расстоянию, да, ровные вообще по друг друга, то есть они никуда не улетели куда-то, да. И так вовнутрь грузим картинку. Когда же вы, допустим, да, таким образом, то есть картинку перенесли в макет, сейчас, картинки большие, просто поэтому долго грузится. Картинку перенесли, уменьшаете как-то, может быть, обрезку делаете, да, тогда у вас, возможно, станет не по размеру, не по сетке. Когда через прямоугольник у вас должно быть все в порядке. А теперь смотрите, какие еще есть параметры у этого, помните, мы выбирали через fill, да? У него есть такие параметры, как, допустим, вам не нравится, какая тут длина. Значит, вот через fill можете выбирать, вот fill есть параметр, fit, crop и tile. Crop, оно, значит, вырезает картинку. Но когда стоит fill, тоже можно уменьшать. Оно пропорционально уменьшает, значит, картинку. Так, это что касается картинок. Почему у вас не должно быть не по сетке? Так. У вас каталог, оно
макет у вас длинный, да, соответственно, футер тоже нужно по ширине увеличить, да, и разместить таким образом. Тут то же самое, да, то есть у вас между картинками одно расстояние, между до картинок следующего другое расстояние. Тут у вас картинка не дошла. Да, тут лучше черные иконки использовать, потому что достаточно светлый фон. Здесь все прилипло, нужно увеличить расстояние, да, коллекции очень тесно. Размеры у вас прямоугольник длинный, цвет маленький. Почему бы не сделать все одинаковым? И расстояние между разделами тоже сделать одинаковым. Так, про функционал говорили, да, что не хватает кнопки избранного и корзины. Вот тут тоже, да, вроде бы все есть. У нас есть картинка, превьюшки. Так, и цвета можем выбрать, и размеры. Но композиционно все развалилось, да? Нужно доработать. Во-первых, вы смотрите разные примеры и ставите все, чтобы оно заполняло. Вот вы рисуете глазами псевдо такой прямоугольник, да, нарисовали прямоугольник, и вот по этому прямоугольнике размещаете свои элементы. Значит, заголовок ценой, да, стоят тут. Это, во-первых, они прилипли. Так, возможно, стоит убрать размеры, да, возможно, сюда. Вот должны вот весь этот прямоугольник заполнить. Так. Добавить в избранное у вас 2 раза повторяется. У вас же иконка есть тут. Вот тут надо в табы убрать. Тут непонятно, как работает этот функционал. То есть отзывы я нажму, что будет тогда? Потому что вот сюда не поместится, да, отзывы. Либо на новую строку убрать. И помните, мы делали табы с вами. Это у Озона есть такое. Так. Убираем. Вот у нас есть товар. Так, где же у нас табы? Так, видимо, они убрали. Ну ладно, не будем останавливаться на этом. Я в прошлом уроке показывала и даже рисовала, что такое табы. Нужно на табы убрать их. И вот это вот все разместить вот сюда, вот на новую строку. А вот комфорт, качество, креативность. Что это? Это слоганы, наверное, этого магазина. По ним нельзя перейти, да? Но почему-то они у вас везде, где заканчивается контент. Возможно, его стоит в другую область перенести. Так, и тут то же самое. Нужно поработать с текстом, сеткой. Тут, допустим, да, у вас справа же не оправданное пустое пространство. Разместите товар слева, да, способ и доставки, оплаты направо, тогда у вас все заполнится, да. Дальше у вас будут ваши данные, и вот тут надо тоже доработать, да, почему-то все прилипло,
прямоугольник увеличить и по краям расстояние увеличить. Потом дальше будете править. Так. Сейчас я посмотрю чат, может быть, есть вопросы. Если есть вопросы по дизайну, задавайте, и мы будем параллельно смотреть их. Так. Какую сетку для мобилки холста использовать? Какой размер холста будет в мобильных приложениях? Кажется, мы с вами проходили, да, по-моему, на прошлом уроке адаптив. И на уроке адаптив мы все и с вами обсудили, какой размер мы берем для планшета, какой размер мы берем для мобилки. Если не смотрели, посмотрите. Сетку тоже для мобилки, там в прошлом уроке все обсуждали. Так, тут у нас, значит, прототип. Ребят, кто сделал прототип? Если вы думаете, ну, если вы чувствуете, да, что вы все разместили, весь функционал, да, так скажем, в прототипе же это главное, переходите на дизайн. Вот. Если говорить вот про этот прототип, мы видим, да, что весь функционал уже есть, и вы можете переходить уже на дизайн. Потому что вот дизайнерские вещи мы сейчас не можем, да, с вами обсуждать, потому что, ну, избранное все сюда прилипло, заголовки прилипли, ну, понятное дело, да, что это прототип. Вот, сделайте еще каталог и карточка товара и переходите на дизайн. Тут то же самое. Ну, для приличия можно поиграться, да, вот с такими элементами. Все-таки мы же прототип тоже будем размещать, да, в нашем кейсе. И поэтому, ну, вот, стильная мужская одежда, да, прилипла к прямоугольнику. Освободите немного места, вот, чтобы все даже в прототипе должно было смотреться красиво. Так. Вот тут я скажу вот на уровне прототипа, да, вы же не так будете делать, надеюсь, в дизайне, но в прототипе тоже измените, да, вот постельное белье и подробнее, значит, постельное белье должно быть вот с краю кнопки, у вас не должно быть посередине, да, вот сделать побольше, вот сюда вот, да, постельное белье, заполнить вот это вот пустое пространство, потом идет подробнее. Так. Значит, у вас тут посередине, а тут по левому краю, либо должно быть везде одинаково. Отзывы непонятно, как будут, я могу их перелистывать, если я хочу посмотреть не 3 отзыва, а больше, да? И поэтому надо добавить стрелки. Возможно, вы перекомпонуете композицию, каким образом отзывы, да, у вас будут. Тут добавьте аватарку, Элиза, значит, ее сообщение, одна, да, вот посередине, с двух краев поставьте стрелки, чтобы можно было другие отзывы смотреть. Про иконку мы говорили, да, что мы не берем такие цветные иконки. Ну, если у вас сайт, да, сам по себе, ну, вот даже у вас тут один вид иконок, там другой, выберите везде одинаковое. Так, и, в принципе, переходите к дизайну. Вот надо посмотреть по функционалу.
Работаем сетками, ребята. Смотрите, у вас белья ушла на другой, на другой участок, да, все должно быть вот здесь вот, не должно выходить за рамки, а тут вообще у вас направо ушло. Тут. Не спешите, когда будете отправлять домашки, проверяйте такие моменты, поправляйте по краям, чтобы все было ровно. Тут то же самое, да, у вас есть, значит, описание. Во-первых, на уровне каталога вот, много описаний не надо название дать и возможность добавить на избранное, либо корзину, потому что тут у нас должно быть все чисто. Так. Секунду. Так, у нас тут на главном баннере сразу разместили каталог одежды. В принципе, можно, но можно убрать их в каталог. Да? У нас есть тут кнопка, по кнопке мы переходим к каталогу. Потому что на главной странице сразу загружать такими большими списками не стоит. Бизнес купить. Заманчивое предложение, да? Нужно еще смотреть по тексту, да, что мы пишем. Так, у нас тут, значит, каталог. Сразу размещаем элементы тоже наперед, да? Значит, избранные ставим, мы можем поставить... Нет, это не избранное, это значит отзывы, да? К этому товару. Так, если смотреть Озон, вот таким образом они делают. То есть, когда у нас просто звездочки, да, это нам ничего не говорит. Мы должны еще добавить, сколько человек поставило звезд, да, закрасить, значит, 5, либо 4. Добавляем, да, кнопку корзины. Так, вам нужно убрать каталог с главной страницы и убрать еще с карточки товара. Тут оно нам не нужно. И тут надо поработать с текстом, потому что все вместе мы не воспринимаем, да? Нужно отдалять друг от друга похожие по типу тексты. Что у нас вместе, да? Значит, название товара мы отдельно делаем, цена, цвет, размер делаем отдельно, добавить в корзину отдельно. Так. Секунду.
Сори, я отключилась. Так. м, Так, вы недавно смотрели, нужно доработать, да? Картинки поставить, футер надо доработать в том плане, что надо на всю ширину. Во-первых, нужно поставить прямоугольник, чтобы отделять футер от основного, от других контента, да? Так, и расстояние одинаковым сделать везде. И, допустим, у вас иконки всех соцсетей есть, а тут только Инстаграм. Тебе надо продублировать. Так, потом другие правки. Сейчас посмотрю вопросы. Если вот макет накрылся маской, нужно найти тот элемент, который, у которого настроилась маска. Допустим, у вас куча элементов, да? Сейчас я вот копирую быстро. У вас куча элементов. И один, если он в группе, так, сейчас так, сделаю. Смотрите, если маска в группе, да, у него есть вот такая иконка стрелки. Это значит, что выше которого изображения у него есть маска. Если они в группе, они работают корректно. Если они же, получается, вот мы его сейчас разгруппируем, значит, ungroup, да, и он берет, значит, то, что у него выше, он берет в маску все элементы. Вот этот вот он взял в маску. Поэтому вы выбираете тот, получается, самый основной элемент, у которого есть маска, и просто выключаете вот тут маску, и тогда у вас все элементы выходят из маски. Так. Если если несколько прямоугольников, и трудно ровно нарисовать, как им задать одинаковый размер. Ну, достаточно легко. У вас, значит, есть разные прямоугольники. Допустим, у вас есть 3 разных прямоугольника, да? Вы выбираете все прямоугольники. Хотите сделать по ширине, выбираете здесь 300, ставите, и по высоте 400, да? Все окей. Потом выравниваете вот по этому иконку ровно, чтобы между прямоугольниками, да, стоял 40 пикселей. Все, у вас ровные прямоугольники, ровно по расстоянию 40 пикселей. Так, как сохранить и отправить работу в Discord? Как там его в фигме, он автоматически сохраняет, просто вы выбираете арт-бот, который хотите экспортнуть, и самым внизу есть кнопка «Экспорт». Там выбираете настройки PNG, можете выбрать 2х обязательно, чтобы качество было лучше, и просто экспорт. Если вы хотите поделиться ссылкой, просто нажимаете на кнопку Share и копируете вот этот вот копию линк, копируете ссылку. Да, мой прототип. Тут у вас ссылка почему-то неактивная. Гульдана Туратова. Так, Тимирлан Бакатулу, сейчас открою ваш Миргуль Садыкова. В Notion, ребят, отправляйте сразу в фирму. Зачем Notion отправлять? Из Notion труднее открывать. Мне нужно заходить еще в дизайн, потом там искать ссылку. Это лишние шаги, да, это нужно сразу в фирму отправлять. А потом, когда у вас все готово будет, будете все грузить в Notion. Это для вас, да, база своих домашек. Так, изменить цвет лого. По-моему, достаточно просто, да,
выбираете прямоугольник, да, просто меняете цветом fill. Если вопрос был про картинку, допустим, но с картинкой, да, когда вы хотите поменять картинку, вырезать его, это все делаете в Photoshop. Figma не предназначена для работы с фотографиями. Поэтому мы учили, значит, Photoshop. Так, Нураим Джералбекова сейчас я открою. Черно-белые картинки, да, в некоторых местах актуальны. Мирлан Подоралиев тоже сейчас открою. Так, следующий, значит, у нас по прототипам, да, надеюсь, я правильно вам все донесла. Значит, что вы смотрите, да, весь функционал, который у вас есть. Вот тут, например, избранное есть, вам не хватает корзины, да, откуда переходить к корзину. Добавьте корзину. Дизайн я тут не смотрю, да, смотрю только функционал. Но все по местам как стоит, корзины не хватает. Тут тоже, да, функционала не хватает, название есть. Ну, для чего он нам служит? Нету элементов, нету корзины, нету избранного. Можно выбрать сразу цвета, как-то, да, поставить сразу, вот, что есть у Озона. Вот когда вы будете смотреть каталог Озона, да, у него есть сразу кнопка избранного, да, и все, я положила в избранного. Могу сразу смотреть несколько вариантов этой коляски, да, можно сделать стрелку в вашем варианте. Вот, и сразу, значит, я добавляю в корзину, тут у меня еще есть добавить список, сравнение, но нам это не надо. То есть вот такие вот функциональные штучки вы смотрите в больших магазинах, да, и нарабатываете, значит, и улучшаете свой UX, пользовательский опыт, потому что тут, ну, название и все, зачем оно нам нужно. Так, что у нас тут есть еще? Карточка товара, значит. Вот про что я говорила, да, табы, значит, подробности, состав и уход. Вот мы переходим и, значит, смотрим другую информацию. Вот тут мне очень понравилось. Есть, значит, я в предыдущей работе говорила, да, что там вся информация прилипла, да, друг к другу, и непонятно, где что стоит. Поэтому вы, значит, отдельно делаете заголовок, отдельно делаете подробности этого товара, цену, цвет, значит, можете выбрать, размер, и все, добавить в избранное. Добавить в избранное. А где у вас корзина? Корзину нужно добавить, потому что уже в карточке товара добавлять в избранного нет необходимости. Можно отдельно поставить где-то вот сюда кнопочку сердечко, да? А так очень хороший UX, вы молодец. Вот, тут тоже самое, не хватает функционала. Так, а так уже можно приступать к дизайну. Супер. Сразу ставьте, ребят, вот женское, мужское, детское, да, вот просто разбросали, да, оно не посередине стоит, не по левому краю стоит, да. Прототип это, ну, в какой-то мере тоже, ну, должно быть, вы же дизайнер, и от ваших рук выходит, да, все должно быть красиво, да, то, что вы делаете. И тем более, когда вы будете добавлять кейс свой. А так все нормально, можно приступать к дизайну. Ух ты ж. Сколько макетов. Так. Структура сайта. Угу. Главная страница, каталог, карточка товара, личный кабинет, еще и 404 магазин. Доставка, прикольно. Так, что у нас тут есть? Ага, логотип. Следите за орфографическими ошибками, ребят, тоже важно.
Так, окей. Значит, у нас структура. Так, это, видимо, переход в личный кабинет. Тут прям сделали весь путь пользователя, да, от личного кабинета до баланс, значит. Так, давайте посмотрим, что же вышло в дизайне. Сейчас уберу немножко. Так, ну, все по местам, но нужно доработать по стилистике, да. Нужно картинки подобрать более качественные. Это как будто, вы знаете, картинка, как будто из сайта сделали скрин просто. Хотя бы скачивайте оригинал картинки для дизайна. Иконки делаем все в один вид, приводим. Тут у вас заливка, тут строк. Логотип то же самое, да, видите, насколько плохое качество. Логотип мы в прошлом уроке говорили, да, с вами, что мы берем, как там его, мы берем SVG, векторную графику, а тут PNG, по-моему. Почему я не могу выбрать, логотип? Странно. Так, вот тут у вас поиск, все категории, во-первых, не видно, а во-вторых, как будто он вышел из контекста, он не поместился ни сюда, ни сюда. Нужно его куда-нибудь убрать, вот это вот бесплатная доставка, купон сделать, выровнять, да, вот Big Shop посередине, а поиск, возможно, убрать справа куда-то. Вот у вас, значит, иконка, да, у вас оно PNG. Да, вот оно у вас просто картинка. Надо брать, чтобы он был без фона и чтобы он был векторным. Вот тут то же самое. Видимо, скачали PNG. Нужно скачивать SVG. У вас весь текст поехал. Нужно все выравнивать. Для тех, кто не знает, мы уже сделали, наверное, очень много раз. У вас есть, значит, текст. И у вас есть волшебная кнопка «Фигни». Почему не используете, я не знаю. Выбираете себе все тексты, которые хотите выровнять, и просто нажимаете вот на эту иконку. Все, у вас ровно по одной линии стало. Потом вы выравниваете просто между надписями, и все. Так, тут то же самое. Иконки надо скачивать. Тут картинки надо убрать, просто оставить. А возможно, даже просто вот каталог убрать. У вас же есть кнопка «Все категории». И тогда у вас выходит это меню, а так он лишний тут. Так, это PNG, видите? Так не стоит делать, потому что вы, например, вот это, кажется, просто скачали из другого сайта.
Да, вот тут PNG-шкой делали. Вы же 50 не сами рисовали. Скидки лучше убрать в нашем интернет-магазине. Так, популярные каталоги. Картинки постарайтесь брать не такие, как можно сказать, ну, распространенные, да, картинки. Старайтесь брать более-менее стильные. Картинка плохого качества нужно взять лучшего. Так, тут непонятно, что произошло. У вас шрифт вот это вот надо уменьшить, да, стили. Так, секунду, я дверь закрою. Смотрим за тем, что пишем, да. Заголовок мы меняем на новости, да, потому что у вас раздел новости. Иконки меняем на нормальные, да, у вас не вырезанные какие-то картинки должны быть, а SVG. Так, ну и далее тоже такие же будут комментарии, нужно все исправить, потом заново отправить на проверку. Так, ну давайте зайдем, если мы найдем сейчас. Вот видите, в Notion мне неудобно заходить, мне нужно сейчас еще скачать ваш прототип, значит, zip, а потом еще и открывать его. Легче, конечно же, раз мы делаем, да, в фигме, почему бы не отправить ссылку, да, намного проще. Так, так, PNG. Давайте попробуем открыть. Так, шапка какая классная, да? Мне нравятся такие шапки, у нас ничего лишнего. Логотип, меню. И заметьте, иконки все одного стиля. Смотрится хорошо. Не хватает надписи, заголовка, кнопки, да, что у нас будет. Так, так, так. Угу. Можно начинать дизайн. То же самое, да, не хватает функционала. Смотрим другие магазины, как делают. Так, это все, это вот называется хлебные крошки. У нас, когда у нас на сайте, мы можем переходить на предыдущие разделы, да. Нужно его уменьшить, потому что обычно хлебные крошки идут маленькие, да, и поставить слева, сортировку и фильтр справа, и в дальнейшем, да, когда вы будете приступать к дизайну, берите все иконки одинакового стиля. Вот, а так можете переходить к дизайну. Миргуль Садыкова. У вас поиск куда-то улетел. Так, тоже имейте в виду, да, в дизайне у вас, например, вот этот вот поиск, он непропорционально, вы уменьшили его, и даже вот круг, когда вы не зажимаете Shift, не зажимаете Shift и меняете размер элемента, она у вас непропорционально увеличивается, уменьшается. За этим тоже следите. Вот, а так рисуйте дизайн, отправляйте. И то же самое внизу с иконками. Так. Так, это что у нас? Это главный экран. Как будто бы он похож на каталог.
Это, видимо, рисовал Мирлан. Мирлан, вам нужно посмотреть магазины, да, реальные магазины посмотрите, в Пинтересте посмотрите магазины, интернет-магазины, и посмотрите, как они делают. Обычно у нас вот лук 2, лук 1, лук 3, ну, непонятно, что это. Мы можем переходить по ним или как. Попробуйте сделать главный баннер. Вот. Ну, тут, например, да, у нас картинки и все, ничего нет. Добавить надо название, добавлять надо функционал, кнопки разные добавлять надо. Тут тоже карточки товаров, как делают другие магазины, посмотрите. Так, какие у нас там вопросы? Нарисовала прямоугольник, ставила фото, я не могу передвинуть внутри этой фигуры картинку. Есть возможность передвинуть его? Конечно, есть. Если говорите про фигму, там вы выбираете не саму, как там его, группу, да? Помните, мы делали вот тут группу, да? Внутри прямоугольника у нас есть картинка. И смотрите, чтобы вот, да, вот, и переходите, значит, не по прямоугольнику, а нажимаете на картинку и просто двигаете его. Все, на этом все. Так, сейчас откроем. Название плагинов, иконок соцсетей. Плагин называется Material Design Icons. Там ищите разные иконки, название соцсетей. На черном фоне не очень видно. Есть Тимирлан Бакатулу, вы, наверное, говорили. Ну, вот вы откройте свой лого в фотошопе и поменяйте ему цвет. Бывают картинки, да, допустим, ну, это не совсем правильно делать. Можно делать в фигме вот таким образом. Вы нажимаете на фил, когда уместно, например, у вас картинка не подходит по стилистике к остальным картинкам, и тогда дизайнеры меняют в фигме его цветоотображение. То есть вот как и в нашем телефоне, да, в разных редакторах есть, мы меняем, значит, яркость можем поменять, контрастность, значит, если у нас, допустим, мы хотим, значит, как там его, перекинули в нашу фигму все цветные картинки, но у нас дизайн черно-белый, и хотим сделать все черно-белым. Есть в фигме, значит, настройка, вот saturation есть, и все картинки можем вот таким образом черно-белыми сделать. Есть температура, да, теплые, холодные можем делать. Ну, вот поиграйтесь с такими вот параметрами, возможно, у вас получится логотип покрасить на белый. Но это больше для настраивания картинок, нежели цвета. Цвет меняем в фотошопе. Не поняла, Нургуль Бекишева, ваш вопрос. Показать приложение учета доходов и расходов. Вообще не поняла, о чем идет речь.
Мобильные приложения мы еще не проходили. Мы с вами сейчас проходим интернет-магазин, и мы делаем на этом упор, да. У нас задача сейчас делать дизайн 3 страниц. То есть если мы будем сейчас хвататься на все, у нас не останется времени на все остальное, да, потому что у нас еще и код, у нас еще и другие задания, да, у нас еще свои дела, да. Сейчас мы делаем интернет-магазин, там не одна страница, да, и у нас задача его закончить в дизайне и собрать в кейс. И задачу надо ставить важнее, чем другие виды. Если вы делаете другие мобильные приложения, то не знаю, но на ваше усмотрение, если у вас остается кроме интернет-магазина на это время. Вот. А так у нас сейчас задание интернет-магазин. Мы будем его собирать в полноценный кейс, потом будем размещать на Behance. Да, прототипы я проверила, так что переходите, значит, кто нарисовал прототипы, переходите к дизайну. И в дизайне мы сразу проверим. Так, это что у нас? Кстати, у нас в разделе домашние задания, да, я несколько штук видела таких приложений. Я просто вне контекста не знаю, что происходит, что это. Возможно, у вас было задание, да? Так. Если да, то смотрите, как делают другие приложения, да? По функционалу я сейчас не могу сразу сообразить и сказать, правильно ли, да, правильно ли весь функционал у нас стоит, не пропала ли какая-нибудь кнопка, да, нам нужная, да, если в банковской сфере рассматривать, как мы можем распределять UX, да, то есть квитанция по QR-коду, карта терминалов, курсы валют, полезная, да, значит, потому что банковская сфера, она, ну, тоже, да, большая, огромная, там куча делает исследований. Вот у нас сейчас как раз у нас проект по банку, вот, мы им делаем мобильное приложение. Там мы очень много исследований проводим. Допустим, вот мы сейчас дорабатываем раздел платежей, то есть в платежах есть, они могут, значит, оплачивать ЖКХ в платежах, да, и переводить, значит, C2G, C2C, клиент может клиенту переводить деньги, клиент может бизнесу переводить деньги, клиент может государству переводить деньги. И у нас сейчас задача этот раздел платежей сортировать так, чтобы пользователю было удобно. Вот он заходит, и он должен сразу различать эти платежи, и было бы, чтобы было удобно, да. Вот, так что тут большое исследование, если вы его провели, да, если вы посмотрели несколько банков, надо это, ну, это уже другая задача, да, это полноценно нужно переходить. Это не просто так, что я вот взял какой-то банк и нарисовал его. Это нужно в первую очередь решать задачу. Что касается дизайна, тут есть некие проблемы, да, так скажем. То есть нужно смотреть, допустим, вот номер карты, какой у нас шрифт, 10. 10 шрифт, да, мы говорили с вами, что пользователю трудно прочитать этот шрифт. Шрифт должен быть минимум 12, да, и то 12 это самые маленькие, значит, такие дисклеймеры, да, помните, пишем, звездочку берут. Вот, а так читабельный шрифт, да, вот у вас экран, значит, большой. Зачем нам их уменьшать? Есть возможность сделать побольше, почему бы нам неудобно, ну, почему бы нам удобно не сделать, да? Вот, и сделайте
исследований, сделайте, посмотрите разные банки, посмотрите, скачайте, да, и российские банки скачайте. Я вам предложила бы скачать Тинькофф Банк, Сбербанк, они в топе. Есть, значит, куча сайтов, которые проводят каждый год рейтинг этих банков. И эти банки подают к этим сайтам, значит, подают заявление. Вот рассмотрите наш банк, мы хотим получать самые высшие баллы. И по этим рейтингам определять самые лучшие банки. Самые лучшие банки. И в этих лучших списке на первом, на вторых, третьих местах стоят Альфа-банк, Тинькофф банк, Сбербанк, Ахбарсбанк, значит, кто еще? БКС стоит. Вот эти вот мобильные приложения все скачайте. Как делают вообще, да, бенчмаркинг. Далее вы скачали приложение все, и каждую открываете в своем мобильном приложении, в своем телефоне и делаете скрин. Скрин, я надеюсь, вы умеете делать. Делаете скрин всех банков и перетаскиваете все в фигму и распределяете. Значит, вот у меня, сейчас я покажу вам, как вообще делают бенч. И, соответственно, это не работа, да, одного дня. Вот. И исследование начинается, все скрины, значит, вы собираете в фигме и смотрите, значит, все топы, да, начиная с больших банков. И, допустим, вы разделяете все страницы на группы. Значит, какие могут быть группы? Вход, самый вход, как встречает банк пользователя, да? Вот, у Альфа вход такой, у Акбарса вход такой, там, что хорошо, да? Там на первом шаге предлагается войти по номеру карты или логину. Там учитывается, да, что плохо, что хорошо. При входе там, например, происходит знакомство с приложением, достаточно подробный онбординг. Онбординг – это когда пользователю дает учебное такое видео, где, как, что, какая кнопка стоит. И вот, например, по разделам смотрятся разные состояния. Говорится, в этом бенчмаркинге мы собираем, что плохо, да, вот, например, условно там у какого-то банка код неудобный, там по имейлу, допустим, это очень долго и так далее, и так далее. И на основе этого бенчмаркинга, на основе этого исследования вы собираете свое мобильное приложение, чтобы он был лучше, да, чтобы он был удобный. Вот. И на ходу я не смогу это все сделать. Поэтому сделайте вот такой бенчмаркинг, соберите все страницы. Там вы смотрите не только функционал, как он должен работать, но и дизайн, как, допустим, сделали в других банках, да? Вот. Тут, например, если посмотреть дизайн, допустим, есть некоторый дисбаланс. Дисбаланс того, что у вас, например, все идет посередине, а квитанция карты терминала в курсе валют вдруг слева, да, все начинается, оно не посередине. За счет этого какой-то дисбаланс присутствует. Вот, ребят, поэтому если у вас достаточное количество времени, да, остается после интернет-магазина, да, потому что интернет-магазин, он гораздо легче, да, тут у нас никаких нет операций, да, каких-то кучи страниц, вот, а мобильное приложение, оно больше банка, тем более такая серьезная работа. После того, как мы будем опытными, мы можем переходить к таким работам.
Так, и поэтому, чтобы мы научились, да, правильно работать с композицией, правильно работать минимальные, да, вот картинки вырезать, все ставить по местам, да, после этого мы уже будем думать более глобальные вещи и делать уже более серьезные работы. А сейчас задача нам собрать с вами Behance, портфолио и устроиться стажером, да, джуниором в хорошую компанию. Но если у вас есть желание, конечно, никто не запрещает, можете отправлять, исследовать, да, вот начните с исследования и делайте. Так. У нас тут, значит, те же самые ошибки, да, мы уже слышали, и я сейчас не буду повторяться вот про иконки, да, что они должны быть все одинаковые. Те, кто сейчас только-только подключился, вы можете посмотреть запись потом и посмотреть, что я говорила про прототип. Мы должны, так, функционал, да, по функционалу смотреть. Это 2 главных экрана или что тут? Это каталог, да? У вас почему-то, по-моему, мне кажется, что артборд не... У вас артборд почему-то 3000 пикселей в ширину. Как так получилось-то? Мы все время делаем 1440, а у вас 3000 получилось. Будьте внимательны и смотрите наши эти, как там его, записи. Вот. И, соответственно, когда вы не смотрите записи, поэтому и вы не делаете все как надо, да? Вот, например, у вас по бокам все пустое пространство осталось, но у вас, допустим, на первом экране футер другой, а на втором футер другой. Посмотрите записи, посмотрите, как надо делать, да? Тут по функционалу все ок, можете, в принципе, приступать к дизайну. Вот, например, есть, да, значит, у нас в карточке каталога название, цена, избранные. Можно добавить кнопку добавления в корзину. Так. Мгм. Мгм. Ой, так, секунду. Эй, я еще не закончила. Можно пройти? Заряд кончается. Так, вот тут прототип мне нравится. Все по местам. Мне еще понравилось, что есть, например, название, добавление, да, сразу в корзину. Можно кнопку увеличить в том плане, что у вас, например, вот эта вот карточка, она по ширине больше, чем кнопка. Так. В дизайне, я думаю, у вас не будет, да, вот этого прямоугольника, потому что вот так начинать надпись с края прямоугольника не положено. У вас должно быть там его по бокам расстояние. Вот, в принципе, прям все по местам, все четко, по сетке можете начинать дизайн. Так, какие у нас там вопросы? Так.
Иконки, где скачивать, мы в самом даже первом, по-моему, уроке я все кидала в Notion. У нас есть список разных сайтов, где мы скачиваем иконки, где мы скачиваем картинки. Подскажите, пожалуйста, как внутри фигуры ставить картинку так, что можно было ее перемещать. По-моему, я уже в самом начале показала. Если вы позже подключились, потом посмотрите запись. Так, что у нас тут, значит, тут мы проверяли, да? Угу. В дизайне, я думаю, вот эти вот кругляшки возменьше, да, будут. Сейчас они очень большие. В этом прототипе вот лучше категории прописывать, да? Потому что мы же структуру оформляем, как у нас будет, да, что зачем будет. Название-то ладно, не надо, вот, а вот структуру нам важно делать, поэтому категорию напишите. Добавляете, значит, избранные в корзину. Так, цвета, размеры, добавить, слово добавить в корзину. Либо просто в корзину добавить. Просто напишите в корзину. Супер. Вот, да, минимально все хорошо. Некоторые функционалы не хватает, можно приступать к дизайну. Так. Так. Вот тут надо пустое пространство, да, осталось. Уберите вот этот вот логотип, вот где эксклюзивные услуги, и, допустим, иконки соцсетей будет внизу логотипа, вот тут, да, эти три, значит, раздела подвиньте направо, тогда у вас не будет такого пустого пространства. Ага, так. А потом в дальнейшем дизайне посмотрите, как делают, когда внутри, значит, какого-то раздела еще какие-то разделы, да. Посмотрите магазин, я сейчас не буду время тратить на это, они там делают прием такой, что стрелкой, да, стрелка, значит, опускается, либо скрывается, либо какими-то еще приемами, да, делают. Так, тут что конкретно, да, будет у вас? Название, значит, товара есть. Название товара вы двинете, значит, соответственно, налево, чтобы все по одной линии, да, было, даже кнопки, цена. Тут, значит, мы выбираем цвет, добавить надо еще, чтобы выбрать можно было размер, и все. Кнопка должна быть в самом конце, после того, как вы все выбрали. Все, переходите, значит, к дизайну. Ребят, давайте по вопросам, какие у вас есть вопросы, и будем уже закругляться. Мы с вами 1,5 часа, да, по-моему, или сколько уже проводим? Либо скажите, может быть, что-то вам надо показать, да, по практике, может быть, какие-то не хватает вам знания, может быть, что показать, допустим, в фильме.
Как там его, по прототипам я, наверное, уже не буду проверять, потому что ошибки повторяются, да, и на тех ошибках, которые я уже сказала, поправляйте свой прототип, чтобы потом можно было его добавлять в кейс, и уже приступайте к дизайну. Если интернет-магазин для мороженого сделали, можно. Главное, да, почему я интернет-магазин, туда можно с легкостью найти кучу картинок, да, потому что у нас вообще контент интернет-магазина, да, одежды очень много. И, соответственно, картинки одежды мы находим легче, чем, например, картинка какого-то, не знаю, колеса, либо трактора, да, поэтому я задаю такие домашние задания, чтобы нам было больше вариантов искать какие-то картинки. Есть ли готовый гайдлайн по размерам шрифтов, по расстояниям и так далее? Так, есть разные гайдлайны. Сейчас я... Даже, знаете, что есть в этом фильме интересного? Есть, значит, тут есть комьюнити, тут можно искать разные макеты, можно искать. И помните, я говорила вам про UI-кит, да? Есть готовые, да, цветовые решения, когда собирают UI-кит, ну, это в первую очередь, потом вы будете передавать к разработчикам, да? Вот, допустим, типографика, что тут у нас есть, посмотрим. Вот, например, стайл, гайдлайн есть, текстовые стили. И вы вот нашли какой-то UI-кит, и вы делаете дубликат. И этот дубликат вы в фильме можете сразу открыть этот файл. То есть это уже ваш файл, вы сделали дубликат этого файла, это вам он принадлежит. И вы, значит, смотрите, ну, это у вас ковер, это вообще, что вас встречает на этой странице. Допустим, да, давайте я вам научу вас сделать такой ковер, да, имеется в виду обложки для ваших файлов. Когда мы искали, помните, оно... Сейчас. Когда мы искали, вот эта вот страница style, вот где написано Guideline UI-Kit, оно на обложке, да, стоит, и чтобы обложка была красивой, не такой, как вот макеты, да, чтобы вот такие вот были, вы можете сделать, добавить, значит, обложку. У вас, значит, макет, здесь есть страница 1, страница 2. Вы на него нажимаете, и вы можете добавлять много страниц. Допустим, вот перетаскивать, вы можете перетаскивать вверх-вниз, да. Вот page 1 у нас тут вы пишете, да, для своего удобства пишите. Здесь у нас макеты. Сюда пишите, ну, можете по-разному написать, там, не знаю, обложку можете написать, можете ковер, без разницы вообще. Так, пишите и сюда добавляйте какую-нибудь обложку. Обложку давайте, какой размер? Так. Видимо, его сделали замок. Все. 1200 на 80. Давайте так и сделаем сейчас. Значит, выбираете Artboard. Значит, вы рисуете 1200 на 80. Так. И какую-нибудь, значит, любую обложку делаете. Хотите вот эту вот картинку, давайте пока поставим, да? Но обложку надо делать так, чтобы было понятно, да, что в этом файле у нас есть. То есть обложка служит нам не для красоты, а для того, чтобы сходу понимать, допустим, да, вот вы вот ставите свои файлы и сходу понимаете, можете логотип там разместить, либо давайте вот так можем сделать, допустим, там
покрасим на какой-нибудь цвет и напишем для нашего удобства, допустим, у вас это DZ2, да? И крупно напишем DZ2, чтобы вы могли находить с легкостью потом в ваших, значит, файлах. Так, можем сделать. И смотрите, что нужно, чтобы обложка была. Вы выбираете Artboard, правой кнопкой нажимаете на есть Set, вот этот все, он превращается в такую вот обложку. Далее вы закрываете свой макет, можете проверить, появилась ли эта обложка у вас. Вот она, видите? У нас она была вот такой, то есть была куча макетов, да? И можете сделать такую вот обложку. Значит, заходите, соответственно, вы попадаете сразу в тот место, где у вас обложка. Он всегда попадает на то, где у вас первый раздел. Там вы переходите на макеты и работаете с макетами. Что касается гайдлайна, да, значит, вы дубликат сделали, у вас есть вот такой вот макет. Так, видите, замок сделали, замок просто убираете. Так, и смотрим, что у нас тут есть. Это welcome. Сейчас. Вот они. И вот, значит, вы можете прям скопировать этот макет к своей работе, да. Есть уже готовые, значит, стили. Не то чтобы даже стили, да, то есть тут все настроено, какой у него должен быть межстрочное расстояние, да, и не только это, а и то, что еще у него есть прям конкретное название, то есть это стиль, называется title, то есть это для заголовков, да, заголовков именно light. Есть стиль заголовок жирный, например. Вот, например, H1, да, и тут еще пишут, какой, вы можете прям скопировать это все. Есть стилевые, значит, решения. Есть еще даже стили тенюшек, какие есть тени. И это все они сохраняют. Смотрите, и сейчас я вас научу, как вообще их собирали, делали. Ну и вообще, зачем такие вот стилевые нужны разные стили. Вот вы, значит, допустим, это у вас в вашем макете, да, какой-нибудь открыли, значит, другую страницу и рисуете, значит, вы макет. И вам вот нужен какой-нибудь текст. Значит, мы выбираем текст и пишем. Пока что сейчас пишем просто какой-нибудь шрифтом, да, пишем практика номер 4, да, по-моему, у нас. Вот. И помните, у нас уже есть в нашем файле, вот в этом макете, есть стили уже подобранные, да, поэтому он подтягивает этот стиль, и вы уже не настраиваете его вручную, потому что у вас уже стили есть. Вы нажимаете на этот вот 4 кружочка стайл и выбираете уже текст стайл, у вас уже сохраненное есть. Значит, вот заголовок, да, первый. Вот так вот можете вы выбирать. Самый маленький вот. И все вот по стилям. Таким образом, да, вы, значит, можете выбирать. Но, как обычно делают дизайнеры, понятное дело, что такие готовые мы сейчас не берем, потому что, ну почему? Потому что он сделал для себя шрифтом Open Sans. У нас проект не Open Sans, это Open Sans название шрифта, да, гарнитуры.
У нас вот в этом, да, у нас файлики DZ1, у нас шрифт робота, да, допустим, робота, и, значит, у вас назвали, значит, практика, допустим, напишем номер 4, и мы сейчас соберем с вами UI-кит, с вами просто отдельно, да. Для этого вы артборд создаете. И смотрите, первое, вы печатаете эти стилевые решения. Первый у нас, значит, давайте напишем заголовок H1. Допустим, у нас в макетах, ну, это делается обычно не в начале, а когда у вас уже есть некоторые стилевые решения в макете, да, значит, вы собрали макет, и вот у вас уже есть какой-то шрифт, какой-то основной шрифт, и вы оттуда берете, перетаскиваете в UI-кит, и, допустим, у вас заголовок был каким-то 72-м, да, 72-м робота, и он был bold. Вот, и чтобы в дальнейшем это не настраивать, и чтобы его сохранить в стиле, да, потому что это же у нас наш макет, вот этих вот стилей здесь нет, это другой макет, да, чтобы у нас был свой стиль шрифтов, вы, значит, написали этим шрифтом заголовок H1 и нажимаете на этот же style и нажимаете вот сюда плюсик. Все, вы создаете новый стиль. Вы можете также его назвать заголовок H1 и создать стиль. Нажимаете, все, у вас есть стилечек. Далее у вас, значит, заголовок H2 есть, да? Ой. Соответственно, у него не 72. Чтобы выйти из этого стиля, вы нажимаете вот на Detach Style, чтобы отдетачить. А потом у вас заголовок H2 уже не 72, а, допустим, 56. Давайте сделаем. Так, и bold. Все. Теперь вы создаете второй стиль. Нажимаете на плюсик, называете заголовок H2. Ой. Так, все, заголовки мы определились. Потом у вас идет, значит, что основной, да, стиль основного текста. Так, отдетачиваем. Стиль основного текста у нас 18 и regular, да? Давайте сделаем 20, это уж слишком маленький. И настраивайте все параметры, да, у нас тут авто стоит, мы поэтому не настроили, ну, пускай авто стоит. Потом вы сюда называете, значит, body, обычно называют body, давайте назовем body, то есть тело нашего body 1, да. Но это в первую очередь, ну, чтобы для вас было потом понятно, да, какой стиль, для чего идет. Все, вы создали стилевые решения, то есть у вас есть стилевое решение, значит, у вас есть стили текстов. Вот у вас вы, значит, собрали UI-кит, потом вы переходите на макеты, и когда вы, допустим, создаете какой-то макет, допустим, да, вы нажимаете на текст и выбираете, какой стиль вам нужен. Вот мы создали заголовок H1, заголовок H2 и body. Вот мы выбираем заголовок H1, мы хотим сделать, и пишите, значит, ой, не body, ладно, сейчас выберем. Мы написали заголовок. И тут вы настраиваете уже, настраиваете стиль.
заголовок H1. Вот, мы написали заголовок, потом вы, значит, написали основной текст и сразу меняете ему стиль на body. Все, у вас все будет уже быстрее, да, работа, и автоматизируете свой процесс работы. Это что касается текста, да, как мы умеем, значит, ViaKit вот таким образом собирается. И отдельно у вас будет, у вас тут, значит, что у нас было? Типография. Значит, копируете, пишите вот в этом фрейме типографику, а тут, например, color, да? Теперь как делать цвета? Удаляете эти все шрифты. Значит, у вас есть какие-то цвета, да? Давайте кругляшками сделаем, можно прямоугольниками, вообще без разницы. Такие вот кругляшки сделаем. И вот у вас макет. Давайте макет возьмем. Вот у вас вы нарисовали макет, и чтобы в дальнейшем, да, своих, ну, обычно это делают в таких крупных работах, когда каждый раз неудобно будет выбирать цвета, да, поэтому делают цветовые стили. И первый кружочек у нас есть, значит, зеленый, розовый, черный обязательно, белый, да. Давайте основные сделаем для текста. У нас есть, значит, черный цвет, вот выбираете черный. Также выбираете, значит, style и нажимаете на плюсик. Значит, create – это, ну, создание нового цветового стиля, да. И так, пишите black. Почему на английском все пишете, да? Потому что, ну, разработка, как вы знаете, да, фронтенд все на английском, это все пойдет туда, поэтому мы все пишем на английском, латинице, да. Потом следующее, мы хотим добавить белый цвет, да, чтобы потом нам было легче. Плюсик. Так, пишите, значит, белый цвет. Давайте покрасим, чтобы все цвета у нас были видны потом. Вот, следующий у нас какой есть стиль? Вот такой зеленый, да? Вы пипетку нажимаете и выбираете этот зеленый цвет. Так, и нажимаете, значит, добавляете зеленый и добавляете, какой у нас есть розовый. Допустим, это ваш макет. Так, какой у нас пинк можно сделать, да? Все, у вас есть, значит, ну, у вас не 3 должно быть, а больше, да, как тогда. Но у вас, если у вас 3 стиля, то 3 стиля, значит. Цветов, соответственно, если у вас больше, делайте больше. Если у вас таким образом, то давайте еще фиолетовый добавим. Значит, как можно скопировать, потом можно отдетачить этот стиль, потом мы пипетку нажимаем, вот фиолетовый сделали, потом квадратик, потом плюсик и, так вот, по-моему, да, фиолетовый. Все. Теперь мы переходим к нашим макетам, да, мы, помните, написали заголовок, мы написали основной текст, и там, не знаю, выбрали, значит, через плагин какую-нибудь иконку, да. Нет, давайте кнопку, да, допустим, кнопку, да, значит, нарисовали, и эту кнопку мы хотим покрасить. Соответственно, мы уже не красим таким образом, да, потому что у нас уже есть стили, да. Соответственно, вы переходите на стили и выбираете из тех стилей, которые мы уже создали. Допустим, зеленый. Все, у вас есть стили. Таким образом, это делается. Вот. Вы можете себе собирать такие стили, либо вот есть, да, мы поискали разные эти гайдлайны. Вот, таким вот образом. Был хороший вопрос, кстати, кто его задал, Чолпон. Благодаря Чолпону, да, мы поняли, какие у нас есть
гайдлайны и как их создавать. Мирин Джумаева, если вы считаете, что в прототипе, да, вы не учли какие-то моменты, вы не добавили какие-то функционалы, соответственно, вы все дорабатываете до идеала, да, и, конечно же, дизайн может быть другой. А потом можете, если вы хотите потом добавлять прототип к своему кейсу, вы просто те вещи, которые не добавили в прототип, наоборот, да, просто добавите, просто, ну, потому что вы же будете добавлять потом кейсу, и, соответственно, у вас должно быть соответствовать прототип дизайну. А если вы считаете, что что-то упустили, конечно же, вы добавляете к дизайну. Или если, допустим, вы подумали, что мне не такие прямоугольники нужны, а круг, без проблем. То есть ваша задача сделать дизайн хороший, а не прототип. Так, ну все, ребят. Надеюсь, практика была полезной для вас. Мы посмотрели, да, несколько домашек. Делайте дизайн, делайте интернет-магазин. Будем собирать портфолио. Всем хорошего дня. Потом ребята, надеюсь, посмотрят запись. Вот. Спасибо, спасибо. Вам тоже спасибо. Так, сейчас я остановить запись. Сейчас остановлю запись.